интересно. In a minute I'll be hoping that you're outside. Another second you'll be walking on my wild side. You know I'm ready for anything that Задроты! Эй, Гарри Поттер! Я думала, будет весело с ними. Егор, куда мы идем? Мы сейчас узнаем это. Называется хаб или узел без названия. Или как на вывеске написано Untitled. Вот, там должен быть концерт, точнее начнется концерт и Анастасии Архангельской, вокалистки, перформансистки и основательницы школы вокальной импровизации. Я иду впервые, а так же как и снимающая меня Фика. Да. Я доверяю Егору. Вот где-то рядом с ЦУМом. Странно, да? can trust me, I'll never let you fall. А Егор всегда вот это платье. Авангард одежды от Бокса. Спасибо. А, мы на месте уже, да? Another second you'll be walking on my wild side. You know I'm ready for anything to happen. Мне нравится и всегда неожиданно, что в самом центре Москвы, на Петровке, где очень дорогая аренда, есть места альтернативные. Не похожие на все остальные заведения, там не какой-нибудь очередной Ginza Project. Привет! Мы сейчас будем... У нас ансамбль. Привет! Привет! Может быть... Вы поете? А я буду петь. Ух ты! Круто! И структура сегодняшнего вечера такова, что сейчас мы начнем со звучания, и я буду звучать. Это то, что я называю спонтанное звукоизвлечение. Да, и когда просто из момента через мой голос будут рождаться какие-то звуки, создавать, может быть, какие-то образы, создавать какую-то атмосферу. Наша главная задача — это просто расслабиться в этом звучании, в этом исследовании и быть честными и слушающими, внимательными друг к другу. Fajny, taka zdawa moja laszka. Подключаемся к ритму. Сначала первая линия, потом вторая. Хорошо? Ритм задает нас прекрасная Вика. Отлично. Супер. Супер. Вот.
Хамус. Умеешь? Наш перформанс закончился, и это было нечто. Это было очень странно, но... Я никогда не участвовала в таких звуковых перформансах. Первый опыт. У Жени, кстати, классный голос. Не, ну да, у тебя он. Ладно, все, может быть, нужно Китайский начать. караоке. Да, китайский караоке меня ждет. И все эти, так сказать, напрасно прожитые годы в Китае без караоке. Мне, хотя иногда приходилось туда ходить. Ну, нет, не молодец. Она так вдохновляет. Да. И даже те, кто был в скепсисе, вот один столик здесь, но большинство людей за этим столиком так и продолжают пребывать в скепсисе, но один из них присоединился к нам. Да. Вот, и поучаствовал в нашем оркестре странных инструментов. А я не знала, я в какой-то момент попыталась... Ой, это к счастью. Я, кстати, вообще петь не умею и никогда не задавала ритм. Но Ния, она с таким энтузиазмом поддерживала любые какие-то попытки, и я себя словила на мысли. Я спрашивала, а правильно? А потом подумала, какого черта? Конечно, Никаких тут никто, правил. да, просто отпустить себя и петь, и быть частью инсталляции или этого всего перформанса. Свистеть. В этом самое. А еще хамус, это был не якутский хамус, я Да, разглядела, но нет, но тем не менее, варганный инструмент, и просто первые звуки у меня откуда этот звук? Это он так неожиданно появился, и почти в конце перформанса, я не знаю, почему эта девушка не доставала его до этого, может быть, потому что это, уже традиционный, да, музыкальный инструмент, а у нас все-таки были странные, то есть, варганные все, это не странные музыкальные инструменты, это там народные инструменты многих... Очень широко используются, есть даже группы современные. Да, конечно, играют на них. Я, кстати, их на якутском цехе видела. А ты умеешь играть, да? Я умею играть, но... Здорово, что я не умею. Но по якутским меркам просто кошмар. Ну, в общем, нам понравилось. Да, спасибо, Егор. Ребята, рекомендую, очень классное кафе. Это то место, где у нас был перформанс звуковой. Ребята остались продолжать. А мы с Женей идем в метро. Да, с чистых прудов, нет? Я еду на встречу с другом из Якутска, Егором, Егором, моим лучшим другом. Вот. А Женя на встречу со своими старыми друзьями. Слушай, мы прям такие гулены, да? Ну вообще, сходим с одного арт-мероприятия на другое. Одно место фриковее другого. Нет, я на самом деле всегда об этом мечтала. Но, не знаю, как-то мы с головой в интернет-магазин ушли и вообще не общались, не гуляли и ничего подобного не видели. Но душа требовала, и вот. Вот, вселенная тебе послала. Не знаю, мне кажется, что во многом благодаря тебе у меня такая насыщенная культурная жизнь. Ой, классно, здорово. Будем только все развивать. Нет, правда, я никогда не участвовала в подобном безумии музыкальном. Да, не, я даже не участвовала, не то чтобы я прям, очередной перформанс. Легко. Нет, конечно. Мы любуемся на витрины ЦУМа, как дети манекены устроили разгром в буфете. Так, а это что? А это их родители. О, да, а вот тут ролевые игры. В соседней комнате. Они знают, чего хотят. Так. Ой, А тут, я знаю, это девочка, у которой богатый внутренний мир. да. И она Это ее придумала. друзья. Это же Щелкунчик. Такая пересказ Щелкунчика. Интерпретация, точно. конечно. И Мышиный король. Вот, посмотри наверху, он на вертолете. Да. На бомбардировщике, я бы сказала. О, это солнце. Я где-то его видела. Ты как искусствовед точно знаешь. Откуда это? Это Оля Улуколи. Да? Возможно. Это оно.
Нет, они, конечно, проводят такую работу по декорированию, создавая целые миры. На горошине. Это безошибочно. Снеговик почтальон. Да, Москва в пятницу вечером, она прям такая живая. Так, где метро? Да. Чуп-чуп.